Неопытному глазу может показаться, что это совсем не похоже на ферму. Но для Равиша это самое ценное, что у него есть. Это то, что он планировал и проектировал на протяжении многих лет своей работы. Так почему же ферма Равиша выглядит немного по-другому? Пять лет назад Равиш унаследовал ферму от своего отца площадью 2 гектара. На ней семья выращивала реканут и кокосовые орехи. Так делали на многих фермах в Тумкуре на юге штата Карнатака. Но вскоре ферма столкнулась с нехваткой воды. Чтобы спасти урожай, семья вложила средства в многочисленные бурения скважин. Вскоре это привело к истощению уровня грунтовых вод. Мы бурили скважины одну за другой, но воды нам не хватало. Я даже заказывал автоцистерны с водой и так пару лет орошал ферму. Но для фермы этого было недостаточно. В 2018 году ферма была полностью разрушена. Я был вынужден мигрировать в поисках работы. Мой долг рос, и я должен был найти способ погасить кредиты. Во время своего пребывания в Бангалоре Равиш познакомился с несколькими группами, занимающимися органическим земледелием. На одном из занятий он познакомился с доктором Манджунатом, опытным фермером и консультантом по выращиванию натуральных продуктов. Это стало для него сигналом к пробуждению. В то время моя ферма была разорена. У меня ничего не было, даже скважины. Я был беспомощен. С одной стороны был долг. Ростовщики часто появлялись на пороге моего дома. Я не был уверен в методе многоуровневой фермы, о которой рассказал на тренинге доктор Манджунат. Его занятие было похоже на урок. Он рассказал мне о том, какую прибыль я мог бы получить. Я сказал ему, что сыт по горло всеми этими теоретическими занятиями. И я мог бы попробовать это, если бы он приехал ко мне на ферму и научил меня. Сначала он колебался, но когда он наконец приехал, то был потрясен, увидев, в каком состоянии находилась моя ферма. Он спросил меня, смогу ли я перезапустить ферму. Я сказал, давайте попробуем в последний раз спасти ферму. Итак, я начал заниматься многоуровневой фермой. Я начал внедрять многоярусное аллейное земледелие с 2018 года. То, что последовало за этим, полностью изменило судьбу фермы. Сегодня Равиш выращивает на своей ферме около 70 видов фруктов и овощей благодаря преимуществам многоярусного земледелия. Используя этот метод, можно выращивать несколько культур на одном и том же участке простым способом. Одна культура под другой или послойно, что совершенно не похоже на привычные монокультурные посадки в сельском хозяйстве. При использовании метода монокультуры одна болезнь или падение цен могут разрушить ваш бизнес. Но при выращивании поликультур фермеры не зависят от какой-то одной культуры. Даже если одна культура пострадает от болезни, на других можно немного заработать. Я всегда рассказываю фермерам, владеющим 1 или 2 гектарами земли, о многоярусном земледелии, чтобы они могли выжить в этот период изменения климата. Мелкие фермеры не могут выжить в сегодняшних условиях, потому что в наши дни сельское хозяйство стало дорогим удовольствием. Фермерам необходимо внедрить многоярусное земледелие, чтобы сократить расходы на сельское хозяйство. Равиш разработал систему из 8 или 10 ярусов на своей ферме. Количество ярусов может быть увеличено или уменьшено в зависимости от урожая, плодородия почвы, наличия воды и площади участка. На своей ферме в Тумкуре, которая находится в районе с наносным грунтом, Равиш отобрал растения, которые потребляют меньше воды и получают дождевое питание. Его верхний слой начинается с реканута и кокосовых пальм. Это самые высокие деревья на ферме.
Далее он посадил деревья среднего яруса, такие как карамболы и авокадо, под деревьями верхнего яруса. Третий ярус образуют небольшие разветвленные растения, такие как бананы и папайя. Следующим ярусом выращиваются теневыносливые растения, такие как какао. А затем идут специи, такие как кардамон и перец чили, которые высаживают рядом с овощами и ближе всех к почве. Самый нижний слой состоит из корнеплодных растений, имбиря и куркумы, которые растут под землей. Когда площадь участка используется по максимуму, вьющиеся растения, такие как перец, выращивают вокруг высоких деревьев, таких как кокосовый орех. Мой основной источник дохода – это кокос, ариканут, какао, перец и кардамон. Я ожидаю доход в размере 8 лакхов. Я трачу около 5 лакхов на развитие фермы, поскольку я нахожусь на ранней стадии развития своей фермы. В течение следующих 3-4 лет я планирую улучшить качество почвы и биоразнообразие. Я не против потратить больше. Моя цель – улучшить свою ферму в ближайшие 5 лет. Теперь в моей жизни все устроено. Такого уровня дохода от фермы достаточно для хорошей жизни. Большая часть фермерской продукции поступает непосредственно покупателям и в магазины органической продукции через органические рынки в Бангалоре. Органические продукты продаются на рынке по очень высокой цене. Но разве это правильно? Ведь при органическом земледелии себестоимость продукции сравнительно ниже. Я считаю, что нам следует продавать это по более низкой цене. Каждый должен иметь доступ к органическим продуктам питания. Не только богатые. Я хочу, чтобы особенно бедные имели доступ к органическим продуктам. Я продаю свою продукцию по более низкой цене, чтобы каждый мог получить органические продукты питания. Воодушевленный первым успехом, Равиш изучает способы создания ценности с помощью продуктов, выращиваемых на его ферме. Например, какао-бобы ранее продавались по цене 200-250 лакхов. В этом году они продавались примерно за 800 лакхов. Но что если растереть какао-бобы в порошок? Я продавал 20 килограммов какао-порошка, когда на рынке за бобы платили около 400 лакхов. Я смог продать его за 800. Если на рынке бобы стоят менее 800, то с порошком я могу получить 2000. Если мы будем реагировать на заказы по мере их поступления, то сможем получить более высокую оценку качества порошка. Точно так же я получаю около 30-40 лакхов за килограмм, если продаю сырую куркуму. Но я получу около 150-200 лакхов за килограмм, если буду продавать его в виде порошка куркумы. Листья моринги не имеют длительного срока хранения, поэтому я увеличиваю срок хранения, измельчая листья в порошок. Все сырое имеет короткий срок хранения. Мы сушим эти продукты на солнце и измельчаем в порошок. Речь идет не только об отдельных фермерах. Карнатака поставила перед собой амбициозную цель к 2032 году превратиться в экономику стоимостью в $1 триллион. В 2023 году правительство штата и Федерация торгово-промышленных палат Индии опубликовали отчет, в котором изложили дорожную карту для достижения этой цели. Согласно этому отчету, раздробленные сельскохозяйственные угодья в штате Карнатака могут стать препятствием на пути к достижению поставленной цели. Более 80% сельскохозяйственных угодий в штате Карнатака принадлежат мелким фермерам. В отчете говорится, что большинство фермеров не получают выгоды от эффекта масштаба, поскольку они владеют менее чем 5 акрами, это 2 гектарами земли. Фермеры будут играть очень важную роль в будущем. Но они не должны руководствоваться только прибылью. Фермеры должны сохранять биоразнообразие и заботиться о здоровье потребителей. Фермеры, выращивающие овощи, обанкротились. Их бизнес находится в опасном состоянии. Люди, потребляющие эти химически выращенные продукты, также попадают в беду. Тогда по каким принципам следует вести фермерство? Я думаю, что следует принимать во внимание права как фермера, так и потребителя. Вот почему я думаю, что фермер, который ценит все эти принципы, должен процветать. Если больше фермеров примут стратегию Равиша по диверсификации и увеличению видов сельскохозяйственных культур с помощью таких методов ведения сельского хозяйства, как многоярусное земледелие, то это может принести столь необходимый доход и вывести Карнатаку на путь создания эксклюзивного органического сообщества. Видео переведено и озвучено при поддержке сайта Лесосад. gaulisosad.com – семена и саженцы редких и ценных растений. Спасибо за просмотр.